О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Развитие республики. Завтра глава Якутии озвучит ежегодное послание Госсобранию Юлтумен. Но сегодня Сан Николаев провел ряд встреч. Расскажем главное. Социальный заказ. В республике более 2 лет пилотно внедряется федеральный закон на оказание госуслуг. Какие услуги уже доступны? Огонь и экология. Алроса второй год исследует влияние лесных пожаров на экосистему Якутии. Что нового и интересного выявили исследователи. Экскурс в прошлое. Музей дорогих сердцу вещей открылся в коррекционной школе-интернате поселка Нижний Куранак, с чем экспонаты знакомят ребят. Давайте дружно позовем Деда Мороза и Снегурочку. Каково быть главным новогодним волшебником? Анна и Александр Лозовец из Нерюнгри рассказали нашей съемочной группе о секретах этой работы. Водолазы подняли со дна реки Елены тело второго провалившегося под лед мужчины. Накануне его обнаружили добровольцы из числа местного населения. Напомним, тело первого из мужчин было извлечено на поверхность спасателями 19 декабря методом выпиливания майны. 2 мужчин на тракторе «Беларусь» провалились под лед на участке реки Лена между городом Якутском и селом Тихтюр 12 декабря. В течение 10 дней поисковые работы вели спасатели и водолазы службы спасения Якутии и добровольцы из числа местного населения. Тем временем грузоподъемность до 10 тонн увеличили на ледовом автозимнике Хатасы-Павловск сегодня. Для соблюдения норм безопасности учреждением организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация. Кроме этого, на автозимнике поселок Сангар, село Булус также повысили грузоподъемность на автодороге Сангар в Кобяйском и Намском районах до 5 тонн. Завтра, 22 декабря в 12:00 по якутскому времени, глава Якутии огласит ежегодное послание Госсобранию Юлтумен. Сан Николаев подведет основные итоги уходящего года, а также обозначит стратегические направления развития республики на ближайшую перспективу. Кроме народных депутатов, в мероприятии примут участие члены регионального правительства, главы муниципалитетов, руководители предприятий и организаций. Планируется участие представителей судебной власти и прокуратуры, сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы от Якутии. Наши каналы будут вести прямую трансляцию послания главы. Не пропустите. А уже сегодня Сан Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» Денисом Чеплянским. Говорили о дальнейших планах предприятия, подвели итоги проделанной работы. Генеральный директор компании отметил, что основной целью и задачей для «Транснефть Восток» является бесперебойная перекачка нефти. Все показатели достигнуты. Прошла встреча с Александром Сергеевичем. На этой встрече я доложил о результатах работы нашей компании в Республике Саха-Якутия, доложил основные параметры, все показатели, все плановые задачи, которые ставятся перед компанией, выполнены в полном объеме. Обсудили планы на следующий год. Коротко, так скажем, сверили часы. Также Сан Николаев встретился с новоизбранным главой Ленского района Александром Черепановым. В ходе рабочей встречи обсудили текущее положение дел в районе. Говорили о перспективах развития в области промышленности и сельского хозяйства, принятия бюджета на будущий год. Диалог прошел продуктивно. Напомним, выборы главы Ленского района провели 10 декабря и новым руководителем избран Александр Черепанов. Да, сверились часы с Александром Сергеевичем, поздравил он с выборами, отметили о том, что достойно прошли все выборы и определили на перспективу на следующее развитие в части межбюджетных отношений, в части дальнейшего развития Ленского района, как одного из самых промышленных районов республики. Поговорили о дальнейшем развитии сельского хозяйства, о том, что необходимо дальше эту отрасль поддерживать и развивать. Компания «Алроса» второй год исследует влияние лесных пожаров на экосистему Якутии. За это время учеными велась планомерная работа, однако некоторые аспекты оставались неизученными. О том, что нового и интересного выявили исследователи, узнавала Даяна Федорова.
Проект амбициозный, масштабный. Научные сотрудники Института биологических проблем и криолитозоны не только исследовали сами процессы, влияющие на возникновение пожаров или восстановление лесов после стихии, но и изучили фондовые данные состояния лесов, места пожарищ и проанализировали полученные данные. Еще никогда ранее на территории Якутии не была изучена геохимическая составляющая и влияние лесных пожаров на животный мир. В течение 2 лет учеными было выполнено более 100 химических анализов, по итогам которых были выявлены интересные закономерности. Оказалось, что после лесных пожаров не так сильно страдают крупные животные, а вот мелкие, конечно, им некуда деваться практически, и они в первую очередь страдают. Но в то же время мышевидные грызуны, они имеют очень высокую плодовитость, они быстро восполняют те потери, которые наносит катастрофический лесной пожар. Большое количество тепла при пожаре приводит к оттаиванию вечной мерзлоты. В таких местах изменяется ландшафт и растительность, после чего появляются термокарстовые просадки. Летом этого года ученые работали и на территории Ленских столбов, где проводили исследования по изучению восстановления леса после пожаров. Ими были изучены лиственничные леса, которые горели в разные годы. Установили, что, в принципе, восстановление после пожаров в сосняках происходит более-менее удовлетворительно. Особенно там, где проходили низовые беглые пожары. Именно низовые беглые. Потому что они не затрагивают сильно древостой. Древостой остается на корню, живой. А погибает только нижняя часть. Специалисты утверждают, что естественному восстановлению леса после пожара подлежит около 95%. При этом основной упор необходимо сделать на содействие восстановлению леса. Например, за появляющимися отростками и насаждениями необходимо вести определенный уход. Однако есть и исключения. Для определенных типов леса подходит метод искусственного лесовосстановления. Алроса продолжит вести исследования, которые помогут в дальнейшем принимать правильные меры по восстановлению лесов в Якутии, а также сохранять хрупкий экологический баланс. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. По итогам 11 месяцев года в органах ЗАГС и Якутии зарегистрировано более 31 тысячи актов гражданского состояния. Положительным моментом является снижение количества актов о смерти на 664 и расторжение брака на 48 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, напротив, увеличилось количество актов об усыновлении на 66 и смене имени на 146. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Якутске – 2494 и в промышленных районах. В целом по республике показатель рождаемости превышает показатель смертности 6970 на 3391 акт. Заключение брака 4933 превышает показатель разводимости брака 4034 на 899 актов. В республике более 2 лет пилотно внедряется федеральный закон о социальном заказе на оказание госуслуг. Так, нуждающимся бесплатно предоставляют услуги в сфере соцобслуживания на дому и в полустационарной форме, а также в получении профессионального образования. Тему продолжит Марферина Алексеева. Абилитационный центр «Особый ребенок» – один из заведений, который вошел в реестр поставщиков социальных услуг. В центре занимаются дети с ограниченными возможностями от 4 до 18 лет. В основном у всех расстройства аутического спектра и тяжелые формы психоречевого нарушения. Услуги оказываются в полустационарной форме. Благодаря субсидии социального заказа бесплатные ежедневные занятия получают 13 детей. В абилитационном центре «Особый ребенок» дети занимаются с дошкольного возраста. Как видите, в этой группе занимаются 4 ребенка и 2 специалиста – дефектолог и психолог. Дети получают весь комплекс коррекционных услуг, педагогических и социально-бытовых. И в это время работает еще дефектолог, который берет на индивидуальные занятия. И в итоге показывает, что динамика развития у детей идет в лучшую сторону. Для граждан пожилого возраста социальные услуги предоставляет Центр якутского долголетия при поддержке медицинской клиники «Аврора». Здесь получатели услуг имеют возможность пройти медицинское обследование, прием узких специалистов, общий массаж по авторской методике. Также реализуется обширная развлекательная программа.
В своей поликлинике я не могу, например, получить сразу вот эти вот медицинские вот такие процедуры, потому что там надо ждать очередь, а тут, пожалуйста. Нам сделали и анализы, нам сделали, значит, УЗИ. Очень много узких специалистов приходило. Есть кардиолог, невролог, то, что нам необходимо. Да? Здесь очень хорошо вот, учитывают то, что вот, необходимо пожилому человеку. Да? Попеть, потанцевать. А где еще попоешь и потанцуешь, да? Здесь не только вот здоровье лечишь, да, но и эмоционально получаешь такой хороший импульс для того, чтобы дальше вот продолжать жить. В качестве апробируемых государственных услуг выбрано предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, социального обслуживания на дому, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для безработных граждан, включая обучение в другой местности. В текущем году в целом по этим формам обслуживания получили услуги почти 5500 граждан. Социальный заказ исполняется конкурентным и неконкурентным способами. Под неконкурентным способом подразумевается исполнение путем утверждения государственных заданий. К конкурентному способу относится конкурс и исполнение использование социального сертификата. Идет здоровая конкуренция, когда гражданин путем сертификата имеет право принять решение о получении услуги в той или иной организации, и это решение он принимает самостоятельно. Вот таким образом мы говорим о том, что на сегодня путем сертификата большая часть услуг у нас оказывается в негосударственном секторе. В настоящее время рассматривается возможность апробации механизмов реализации социального заказа в таких сферах, как физическая культура и спорт, туризм и здравоохранение. Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Более 650 участников специальной военной операции и их родственников получили профессиональную психологическую поддержку за прошедшую неделю. В этом году работа психолога с участниками СВО была систематизирована. Переобучены специалисты, повышены их компетенции. Также сформированы мобильные бригады для работы в военных частях и госпиталях. Работа с родными и близкими также налажена в структурах Республиканского психологического центра и в наследах. Отметим, помощь психологи оказывают абсолютно бесплатно. Конечно, нельзя сказать, что все налажено идеально, есть куда развиваться. К примеру, не каждому психологу по плечам такая работа, несмотря на теоретическую подготовку. Справляются не просто квалифицированные, но и эмоционально устойчивые, гуманные и высокомотивированные специалисты. В целом, по данному направлению обращений становится больше. Это хороший показатель, что у населения нормализуется отношение психологической поддержки, что люди не остаются один на один со своими сложными деструктивными переживаниями, а идут к специалистам и в группу поддержки. Это самая широкая прослойка населения, обычные, простые, находящиеся вне социальной системы люди. Подвели итоги уходящего года среди учебных заведений среднего профессионального образования. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялся новогодний вечер, где наградили лучших студентов с высокими достижениями. За высокие результаты в национальном чемпионате «Обилимпикс» профессионалы, а также лауреатам премии «Студент года», победителям деловых игр вручены дипломы, благодарственные письма, а также ценные призы. Конкурсы профессионального мастерства, здесь те, кто за год принимал участие, те, кто отличился в науке, тех, кто проявил себя как волонтеры в нашей волонтерской деятельности. Вот все они сегодня собрались здесь, чтобы мы выявили студентов года, лучших по самым разным номинациям. Ну и традиционно уже не первый год также мы сегодня благодарим за работу педагогов, отдельно заместителей директоров колледжей и техникумов по воспитательной работе. Музей дорогих сердцу вещей открылся в коррекционной школе-интернате поселка Нижний Куранах. Экспонаты знакомят ребят как с историей, так и с современностью. Кроме того, дети узнают о реалиях быта бабушек и дедушек. К раритетам и реликвиям прикоснулись наши алданские коллеги. Какими телефонами пользовались бабушки и мамы? Как взрослые раньше слушали музыку? Какие книжки читали родители и учителя, когда были маленькими? Обо всем этом ученики школы 8-го вида поселка Нижний Куранах могут узнать в музее. Работа очень увлекательна, очень интересна. Интересно не только нам, взрослым. Мы жили той жизнью, которую представляем здесь. Вот как раз я всегда говорю, да, всем повторяю, что этот музей для дорогих, для сердца вещей. Мы, когда даже вот взрослые, они заходят сюда, они как будто окунаемся в детство.
Первых посетителей школьный музей принял месяц назад, а работа по его созданию началась в сентябре. Мальчишки и девчонки активно включились в процесс. Поиск экспонатов для музейного фонда оказался очень увлекательным. У нас планировалось, что музеи будут в чемодане, и каждый класс должен был представить один чемодан. И здесь мы представили работы всей школы. И, соответственно, надо сказать, что вся школа внесла свой вклад в создание нашего музея дорогих для сердца вещей. Часть экспонатов музею передали педагоги. Так на одной из полочек расположился Дом ангела. Фигурки ангелочков предоставили увлекающиеся коллекционированием учителя. Активное участие в создании музейного фонда приняли жители Нижнего Куранаха. Когда клич уже кинули, собирали не только коллектив, не только коллеги, работники, сотрудники приносили, откликнулись даже и жители поселка, и Салдана тоже. И помогают нам, как сказать, обогатить наш музей. Без чего раньше не обходилась ни одна семья, какими вещами пользовались дедушки и бабушки, и чем чаще всего увлекались представители старших поколений. Посещая музей, ребята узнают для себя массу нового. Так, киндерфилией называется коллекционирование игрушек из шоколадных яиц. К слову, представители юных поколений отмечают, что четверть века назад сюрпризы в сладостях были интереснее. Прикасаясь к предметам, многие из которых сегодня являются раритетами, дети и подростки порой не перестают удивляться. А некоторые из вещей ребятам знакомы. Дети удивляются. Дети мало того, что они удивляются, они всегда говорят: вот такое я видел там у бабушки, или там я видел у соседки. А как поэтому? А как раньше с этим играли? Или с этим А раньше игрушки, даже в киндер-сюрпризах, а раньше игрушки были прикольнее. О реалиях минувших лет свидетельствуют как раритеты, так и фотографии. Работа по созданию музея продолжится. Педагоги располагают интересной и значимой информацией об истории школы и поселка, а также о выдающихся людях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Идем далее. В спорткомплексе «Триумф» завершились четвертьфинальные поединки открытого всероссийского турнира по боксу памяти заслуженного тренера России и Якутии Артура Пахомова. На ринге выступают юноши 15-16 лет. Турнир под сводами «Триумфа» собрал сильнейших спортсменов из 13 регионов и Монголии, в том числе 3 чемпионов России из Красноярска, Алтая и Тывы. Сборную команду нашей республики на этих соревнованиях представляют 43 боксера. Отметим, что возраст 15-16 лет заявлен на 8-х играх «Дети Азии». В январе пройдет первенство республики, где и будет сформирована сборная команда на 90%. 46 килограмм, 2 пацаны, и еще 54 и 60 килограмм. Вот так 4 участника приехали, они так хорошо участвуют. Это завтра полуфинале будет, 1 пацаны осталось. Это 46 килограмм. Чемпион детских игр Монголии, он хорошо так, в международном турнире тоже участвовали. Вот так хорошо пацан. Птицы для души. Житель поселка Чернышевский более 60 лет занимается разведением голубей. Среди крылатых питомцев есть и редкие. Александра Протасова в поселке энергетиков знают и как мастера на все руки. Его работы украшают подъезд жилого дома. В гостях побывали наши коллеги. Весь поселок знаешь, где искать. Сидит у голубей, надолго остается. Я по много часа, по 2 тут сижу. Всю жизнь папа держал, и я с детства вырос с ними. Любовь к голубям Александр Протасов пронес через годы. Даже переехав на север, в Чернышевский, не отказался от крылатого хобби. Сегодня содержит 100 птиц 7 разновидностей. Китайская чайка, агараны, московские монахи и другие. Среди домашних голубей есть и редкие – русские орловские и ленточные турманы. Кроме того, что как все летает, она еще делает кувырки. Через хвост вот так вот перекрутится по несколько кувырков. С октября птицы живут в подсобке. Зимой голубевод строго следит за питанием подопечных, чтобы корм способствовал образованию подкожного жира. Так к весне голуби не теряют в весе и готовы откладывать яйца. Мне приятно, жизнь продлевает. И, во-первых, занятость такая. Дети приходят тоже посмотреть, внук тоже, он тоже всех знает.
Среди увлечений не только разведение птиц. Житель Чернышевского занимается рисованием, таксидермией, резьбой по дереву и кости. Воплотить идею в жизнь смог только на пенсии, когда появилось свободное время. В доме Протасовых, как в музее, здесь картины, расписанные маслом, и композиции из дерева, кости. Вот эти шахматные фигурки автор вырезал из рогов лося. И вот на этом фоне очень любопытная... Пока бабушка спит утром, я сажусь рисую, чтобы не шуметь, ничего, там новости посмотрю. Потом бабушка просыпается, начинаю что-то там, все на работу ушли люди, встают рано, люди, начинаю что-то работать там, с костью или там по дереву что-нибудь стучать на мастерской. Наш герой частенько творит в мастерской, которая раньше была балконом. Свои работы Александр в основном дарит знакомым. А еще они украшают подъезд жилого дома. Лесные птицы, белка, медвежонок. Сначала экспонаты забирали неизвестные. В следующий раз пришлось прикрутить работы повыше. Пригодился и художественный талант. Стены расписаны по мотивам якутского эпоса. С администрации пришли тоже, с муниципальный начальник пришел, я говорю, может, думает, ругаться будет, заставить меня закрашивать. И он сказал, нет, хорошо, все, мы будем водить сюда ребятишек для экскурсий. Ради бога. Мне приятно, раз людям нравится, приходят, фотографируют. Иванна Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Портрет моего города. В Музее истории Якутска открылась передвижная выставка, посвященная жизни и истории столицы. Представлены 16 работ современных художников. Тема одна – описать любимый город всеми палитрами красок. Для авторов картин это хорошая площадка показать свое видение родного Якутска. Так, в работах художников горожане увидят образы прошлого и современной столицы. Передвижная выставка в Музее Якутска открыта до конца января. Далее она отправится в Центр культуры и современного искусства имени Гагарина, а затем в галерею Союза художников Якутии. На выставку обязательно нужно приходить с детьми. Рекомендую, потому что растущему молодому поколению нужно видеть Якутск, понять свой город, принять свой город, значение своего города, роль своего города узнать. Вот, пожалуйста, поэтому нужно обязательно с детьми, внуками. Выставка будет работать до 31 января, есть еще время, целый месяц. А 26 декабря в Сахо-академическом театре якутян ждет премьера нового новогоднего музыкального спектакля. В постановке, кроме известных актеров, заняты артисты эстрады, блогер, который играет главную роль, и танцоры театра «Гулун». Некоторые артисты появятся на большой сцене впервые. Этот проект будет 4-м новогодним мюзиклом. Абсолютно новый проект обещает стать грандиозным и масштабным. Автор и продюсер спектакля «Любовь Готовцы». Зрелище ожидается очень грандиозное. Напомню, даты у нас 26, 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 5 января. На сцене Саха-театра. Я очень жду всех зрителей. Мы ставим очень прям грандиознейшее шоу. Я думаю, оно достойно того, чтобы как можно больше людей могли прийти и наполниться новогодним волшебством. Кстати, у нас можно купить билеты по Пушкинской карте, поэтому, друзья, жду всех вас на нашем спектакле. А теперь давайте дружно позовем Деда Мороза и Снегурочку. Эта фраза с детских утренников знакома всем. Ребята волнуются, зовут, встречают доброго дедушку, читают ему стихи, получают подарки. Каково быть главным новогодним волшебником? Анна и Александр Лозовец из Нерюнгри рассказали нашей съемочной группе о секретах этой работы. Для многих Дед Мороз и Снегурочка – сказочные и волшебные персонажи, а для некоторых – это профессия. Работа Деда Мороза и Снегурочки всегда сопровождается улыбками, радостью и смехом. Погрузиться в атмосферу волшебства, рассказать стихотворение под елкой и получить за это подарок рады не только дети, но и взрослые. Однако быть сказочным персонажем – нелегкая работа. Самая главная сложность заключается в нехватке времени, потому что детей много, охота попасть ко всем, а времени, как обычно, не хватает. А мне вообще миссия Снегурочки очень-очень нравится. Мне она понравилась с первого раза. Когда смотришь в горящие детские глазки, когда они верят в сказку и в чудо, ты наполняешься, просто вдохновляешься, и тебе хочется творить, хочется прийти, подарить сказку, чудо и почувствовать эту благодарность от детей.
Появление Деда Мороза и Снегурочки – это праздник и взрыв эмоций. И если взрослые могут где-то притвориться, то детские эмоции всегда настоящие и искренние. И их получение – это сильнейший положительный заряд. А полученные эмоции от встреч с детьми остаются в памяти надолго. Для меня, для Снегурочки, Новый год – это приятная, объемная суета. Очень-очень много работы. Очень хочется действительно подарить праздник и сказку всем деткам. Поэтому 1 января мы приходим в чувство и начинаем только вспоминать, а помнишь, там был такой момент, а помнишь, был такой мальчик хороший, который вот с такими большими глазами хлопал ресницами и прям просто очень-очень верил. А помнишь, вот только вот это в 1 января ты приходишь в себя и начинаешь вспоминать и прям такой наслаждаться ностальгией, наверное, что ли. Нам очень приятно дарить детям волшебство. И очень приятно и отрадно видеть, когда они искренне радуются, значит, они поверили, значит, они счастливы. И все у них будет хорошо. Дед Мороз и Снегурочка всегда желанные гости новогоднего праздника. Их появление всегда дарит радость и улыбку как детям, так и взрослым, поднимает настроение и возвращает веру в новогоднее чудо. С наступающим! Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Оставайтесь с нами.